Солнце встречаем на Ленинских столбах. Минус 52 градуса. Оператор работает. Наша экспедиция сегодня выехала из Якутска. Едет по Якутскому тракту. И вот здесь как раз на этих скалах была основана станция Аддабан. Здесь осталось немножко до села Юдей. У нас живут потомки государей-ямщиков, станции Аддабанской и Аймранской. Но наши почтовые станции, они были образованы чуть погодя. Например, Аймранская почтовая станция была образована в 1778 году. И сюда прибыли именно русские переселенцы. Ол станцияны бихи пра деппет Прокопий Филиппов Ярославская губернияттан кэлэн олохтабыты. Гини бир оғылақ, кіргеннәқ, сүрбе бес састағыты. Вот. Онтан болла Филипповтар тәниендер гини 12 олыттан бихи тәниен тұрабыты. Здесь написано, что учреждение общества, права и обязанности его в первом параграфе говорится, что для отыскания и разработки золота, платины и других сопутствующих им металлов в Алекминском и Витимском горных округах Иркутской губернии и для продажи продуктов горной промышленности учреждается акционерное общество под наименованием Алекминское золотопромышленное акционерное общество. Это шеститомник. Здесь не только о Якутии, о Дальнем Востоке, о России. Спасибо, хочу сказать, как говорят, Родину не забывай. Война, когда началась, мне было 11 лет. Работала в колхозе. Потом вот с 13 лет почту стала возить. Хотели уже там срок дать какой-то, я не знаю. Это мне было 14 лет. Вот, работал я с 7 лет. Разные работы работал до 13 лет. А потом уже на почту взяли 13 лет. Жил сиротой. Да, вот мамка болела. 6 лет в больнице лежала. Конь стоптала ее. Ну, последний ямщик получается. Ага. 57-й, 58-й. Вот где-то я до января должен там ямщиком был старшим. Матушка провожает сына. Да? Да. Мемориал памяти. Ну, первое мероприятие. Да. Сражевской войны. Это вот американские быки и кадавы. Ноқту искәгә, оны мачаға бөрішік кәдде кәлін тұрабыд. Өліқме ұлуға. Бұл кәндевер тұрар ноқту искәй құрыққо бөһөләк білген кемді оларбат. Улахан историялақ, онына кеңдік білі бет бөһөләк болар. Мача өріс мачаттан
өрүсүңөр турар. Бу Охтуйскай билдеринен кини революционный тынчы тогучу сүрбе алтыр бәтте алгырлы мана тамырны тобута. Бу биһиги мача бөһөлөгөн исторический кини кален турабыт. Бу биһи көрөҗибит мачатагы Николаевскай тарал жетеден тыгынчагы 167 аллака тутулуу жени көрөбүт. Онтан кален хебеске кемге кинотеатр болла деген күн бүгүн алды турар. Көрдөх тургун көрдөх кухагана вактен белетиби. Помним, благодарим, преклоняемся. Улуктаактарга көрсөһүгө историягатын көрдөрөр музейде тарыян коллекция тоңора онно көмөлөйүк бүттенеттибит. Онон бу берегенен көрдөккө саасайы бу берегеде үйрөттекке элбек болуну таккан агай хылынан хүрдө болгон үчүгей коллекциялар музей таксын сөптен анаудын диреде этебит. На сегодняшний день в нашем селе проживает 200 с небольшим человек. Ман уруккоттугар бу көмүс костоганы кемигер күшкө сайда хадибита кини бу өлөхмет түгөр этенне хототтугар иркутского хототтугар матай бу өттүгөр көмүс костонор кемигер улахан база бытынан бу өрөһүнөн товардыра алан товарды онно туттулдар маллар салдыра аланнар бодай буга тагылар эте. Бу мантан бодай бу 6-3 километр иккадыгар эти билигин перевозтен бөлөк бар. Наша экспедиция третий день в пути. Мы приехали на границу с Иркутской области. Здесь у нас гора Лысая. С левой стороны мы ее объехали. Ну и вот просторы Иркутской области перед нами. Проехали более 1000 километров и встречались с населением. Академнор келлилер, он мы капсятилер, да. Ну, уже больше 20 лет я заведую досуговым центром в поселке Перевоз, в нашем поселке, и руковожу этнокультурным центром нашим. Называется Сардана, с 2 А. Также являюсь председателем общины кочевой венкийской, называется она у нас Тайга. Мы якутоговорящие эвенки, хотя наши эвенки, когда я встречаюсь, они говорят, не надо так говорить. Но мы говорим, что в нас ген 2 народов, поэтому мы говорим по-якутски. Население у нас самого населения мало, жители уезжают. Ну, примерно, наверное, у нас сейчас где-то 500-600 человек. Очень рад, что сегодня нас посетили наши северные соседи, наши гости дорогие. Очень приятно, что поделились опытом, своим творчеством, своей деятельностью в плане изучения истории своей малой родины и истории целого нашего края, Восточной Сибири, Северной Сибири, Дальнего Востока. Проект реализовывается с позиции изучения истории. Подожди, Костя, подожди, не говори. Очень одухотворенные, благородные лица. Недаром Веру Дмитриевну
впоследствии называли не иначе, как «якутская леди». Учитель, первая якутская писательница, автор учебников, член переводческой комиссии, библиотекарь. И везде труд с высокой степенью отдачи. Она жила так, что даже спустя очень много лет люди вспоминают ее с теплом и благодарностью. Мы заказывали в Иркутске я специально, но я ездила на семинары заодно по этому поводу памятник. Потом его сюда доставили, и вот таким вот образом. А мы приезжали первый раз, памятника, конечно, не было, здесь старая тумбочка стояла, но Росина Петра Ивановича, мы не нашли его. Мы искали, где он работал, он в Коопзверопромхозе работал одно время. Искали тех людей, и никто не знает. Но мы жили по соседству в одном подъезде. Прямо это мы в 73-м году переехали вот в новый дом. И она с нами 3 года, 4 там прожила в этом доме. Сказочница. Сказочница. Она прям вот сказки нам рассказывала. Тихо так, не спеша. Русский прекрасно знала. Переходила немножко на свой, видимо, национальный язык. Еще один момент. Не забывайте. Надеюсь, что вам тоже все это пригодится. Вы учтете, как мы вели поезд. Ну да, до 1899 года ленские прииски входили в состав Якутской области. Так что надо, наверное, обратно возвращаться. Нет, возвращаться туда. Там-то, там-то люди лучше живут. Если у нас население-то, у них население не сокращается, а у нас в 2 раза сократилось. Значит, я понимаю, так, у них-то компенсирует проезд, а у нас нет. А в Якутии лучше жить. Спасибо. Спасибо. К экспедиции проекта «Пути Великих Свершений» мы присоединились в городе Алекминске. С группой проехали по маршруту Алекминск, Мача, Перевоз и добрались до города Бодайбо. Маршрут был довольно-таки протяженный. Впечатления очень такие яркие. Когда мы прибыли в Бодайбо, пообщались с местными жителями, надо сказать, что очень многие алекминчане в разные периоды времени перебирались в Бодайбо и непосредственно там уже создавали свои семьи. И можно сказать, что эта связь продолжается. И мы приехали туда, увидели своих местных алекминчан, познакомились, вспомнили. И надеюсь, что вот такого рода мероприятия, проекты, они наши регионы сближают.